Добрый день. Я не буду повторять не раз озвученные цифры и всем известные факты, потому что суть не в этом. Суть в том, что мы свободные люди и вправе сами решать, кому и сколько платить. Но когда к нам залезают в карман за нашими деньгами, нас не спрашивают, хотим мы кого-то кормить или нет. Нас не спрашивают, нужен ли нам на Кавказе купленный за деньги мир или не нужен. Нам говорят: ты, холоп, ты будешь кормить Кавказ? Но они ошибаются. Мы не холопы. И нас уже даже не надо спрашивать, потому что мы сами здесь и сейчас прямо заявляем о том, что мы этого делать больше не будем. Мы говорим: хватит кормить Кавказ! Хватит кормить Кавказ! Давайте это громче скажем для тех, кто сидит за зубчиковыми стенами и может не услышать. Давайте крикнем им это: хватит кормить Кавказ! Хватит кормить Кавказ! Хватит кормить Кавказ! Когда-то давно наши предки отказались платить дань Золотой Орде и получили свободу. Сейчас мы вновь стоим на пороге освобождения. Мы вновь вступаем в борьбу с новой Ордой, с Ордой Владимира Путина, в которую кроме России с Кавказом вскоре войдут Киргизия, Казахстан и другие среднеазиатские республики. Это будет называться Евразийский союз, предвыборный проект Владимира Путина. Но нам он не нужен. Мы хотим современное, развитое, национальное государство. Мы не хотим больше никому платить, потому что политика вечных уступок ограничена. Потому что однажды террористы, бандиты и коррупционеры на Кавказе решат, что зачем им брать по частям, если можно взять все. Вы хотите, чтобы у вас взяли все? Нет! Тогда нужно также громко сказать и о том, что мы больше не позволим кормить наши центральные русские регионы. Мы не позволим их грабить и истощать. Хватит грабить русские регионы! Хватит грабить русские регионы! А еще? Хватит грабить русские регионы! Хватит грабить русские регионы! Я возглавляю правозащитное направление форума «Свободной России». И мы решили немножко в этот раз углубиться в очень специальную тему, в тему состояния религиозных меньшинств в России и их преследования со стороны государства. Выяснилось, хотя эта тема не очень популярна, они мало говорят, что религиозные меньшинства подвергаются очень большому давлению. Во-первых, приняты поправки, так называемый закон Яровой, который очень сильно регламентирует деятельность религиозных объединений, то есть иностранных религиозных объединений, опутывая их сетью бюрократических ограничений. То есть заниматься легально миссионерской деятельностью в России становится все сложнее. Активно используется антиэкстремистское законодательство, на этот раз уже против религиозных меньшинств. Самый яркий пример – это запрет основной организации свидетелей Иеговы в России и всех ее территориальных организаций. То есть фактически запрет религиозной деятельности для 170 с лишним тысяч человек. Все эти люди теперь являются потенциальными экстремистами, потому что организация признана экстремистской, и, следовательно, продолжение деятельности этой организации будет рассматриваться как экстремизм. То есть мы видим повтор таких жестоких гонений наподобие тех, что были в СССР или в нацистской Германии, когда определенная религиозная община полностью объявлялась вне закона. Те же свидетели Иеговы. Сейчас мы видим это в Российской Федерации. Кроме свидетелей Иеговы подвергаются давлению протестантские общины. Лютеране, баптисты, евангелисты, пятидесятники, адвентисты. Реже мусульмане.